Доброе утро всем, кто встречает этот новый день вместе с нами. Мы вещаем для вас с площади Ленина. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня вторник, 30 июля. И сегодня отмечается праздник, который широко известен во всем мире как Международный день дружбы. Стоит отметить, что в рамках этого события, причем ежегодно, подчеркиваются примеры глубокого отношения к культурным традициям различных народов. Появившись совсем недавно, Международный день дружбы успел обрести популярность во многих странах земного шара. Отмечается он для того, чтобы напомнить друзьям об их важном месте в жизни и подчеркнуть, что именно благодаря отношениям жизнь человека становится лучше, ярче, богаче и позитивнее. Давайте узнаем, насколько дружелюбно сегодня настроена погода. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 13, плюс 15 градусов. Днем ожидается плюс 22, плюс 23. В Заречье утром плюс 12, плюс 18, днем плюс 20, 25 градусов. В южных Улусах утром плюс 15, плюс 19, днем плюс 20, 25 градусов. В Вилюйских Улусах утром плюс 9, плюс 13, днем плюс 19, плюс 21. В Нижнеленских плюс 9, 15 утром, днем плюс 18, плюс 20. В западных Улусах плюс 10, плюс 15 утром, днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Колыме-Дигирских утром плюс 4, плюс 10, днем плюс 5, плюс 11. В Янских плюс 3, плюс 8 утром, днем плюс 4, плюс 10. В северо-западных плюс 6, плюс 9 утром, днем до плюс 12 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 13 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается плюс 22, плюс 24 градуса. Далее передаю слово своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. За соблюдением прав инвалидов теперь будут следить сразу 5 ведомств. Нарушением прав людей с ограниченными возможностями здоровья на социальную инфраструктуру и услуги теперь контролируют Ространснадзор, Росздравнадзор, Ростехнадзор, Рособорнадзор и Роскомнадзор. Насколько эффективным выстроится взаимодействие между органами, покажет время. А к контролю в сфере жилищного надзора, перевозок пассажиров и багажа будут привлекаться региональные ведомства. Все социально значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи. Подключение к интернету школ, учреждений среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей и пунктов полиции осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Всего, по данным Минкомсвязи, планируется обеспечить доступом к сети около 100 тысяч объектов. В 4 пилотных регионах страны более 107 тысяч самозанятых зарегистрировались с 1 января через приложение «Мой налог». Эксперимент заключается в том, чтобы взыскивать самозанятых налоговые отчисления с помощью специального мобильного приложения, в котором можно заплатить налог по ставке 4% за услуги физическим лицам и 6% за услуги организациям. С 1 января этого года эксперимент введен в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. В Министерстве финансов планируют расширить список регионов, где применяется новая налоговая система.
Между тем, информационный сервис о дорожных пробках на основе искусственного интеллекта появится в России. В планах он придет на смену инициативе платных перекрестков. Новый сервис перспективной платформы «Автодата» будет информировать автомобилистов о плотности транспортного потока, предупреждая о пробках и заторов. Для автовладельцев он может быть бесплатным при передаче данных в платформу «Автодата». При эффективном внедрении сервис позволит избавить дороги от пробок средних и малых городов. В крупных городах их количество заметно снизится, отмечают разработчики. А заработает новый сервис в 2022 году. На территории Якутии проживает большая часть эвенков всей страны. Люди здесь не только смогли сохранить самобытность культуры, но и продолжают делиться ее особенностями со своими гостями. На этот раз к эвенкам приехали дети оленеводов Сахалинской области. Подробнее о поездке в сюжете наших коллег. Село Иенгр вновь принимает гостей. Дети сахалинских оленеводов приехали сюда, чтобы увидеть красоту Якутского края и узнать о быте и традициях эвенкийского народа. В местной школе-интернате им рассказали об особенностях изучения культуры и современных проблемах якутских оленеводов. Демонстрируем культуру эвенков, так как они жили раньше, чем занимались. Здесь сохранилась первозданная природа. Здесь живут коренные жители Эвенки, которые сохранили свой традиционный уклад жизни, то есть ведут кочевой образ жизни. Главной целью поездки стала долгожданная экспедиция в Якутскую тайгу, где дети провели 2 дня. Установить палатки, разжечь костер, отведать блюда эвенкийской кухни под открытым небом. То, о чем мечтали сахалинские дети, исполнилось. Ребята посетили несколько городов, но большую часть времени потратили на подготовку к походу. Закупались продуктами и вещами. Также мы были в городе Нерингре. Это тоже находится в республике Саха-Якутия. Мне очень нравится. Если была бы возможность продлить поездку, я бы ее продлила хотя бы до месяцев 2-3. Во время экскурсии по местному музею гости республики не только слушали, но и сами рассказывали об особенностях орнаментов сахалинских эвенков. У вас идет здесь отдельные рисунки, а у нас все идет одной линией. Но она где-то извивается и тому подобное. Дети тепло отзывались о поездке, говорили о красоте якутской природы и приветливости местных жителей. Они, как и организаторы поездки, надеются на скорое возвращение в Якутию, чтобы еще больше узнать о культуре уникального эвенкийского народа, бережно хранящих свою историю и традиции. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Нерингри. Таковы были новости к этому часу, а мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в эфире. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. Лето – это пора заготовок урожая и первых заготовок. Ребята Арсений, Кузьма и Аял из села Улахан прислали нам небольшой видеоролик, как они готовят малосольные огурцы. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем делать соленые огурцы. Для этого нам понадобится укроп, огурцы, чеснок, соль и тазик. Для перемешивания наших огурцов а потом режем вот так. Итак, берем укроп и всем по одному укропу. Потом режем. А потом ханема. Итак, берем чеснок. И все нарезаем. Итак, нам сейчас надо просто добавить соль. И все. Сейчас все перемешиваем. Итак,
кладем наши огурчики. Кладем все. Все, мы положили огурцы. Теперь надо их перемешать. Прошло 1 час, и наши соленые огурцы готовы. Приятного аппетита! Уважаемые телезрители, мы будем рады и вашим видео. Поделиться с ними со всей республики вы можете, отправив видео своего урожая или растений, цветов, выращенных за короткое наше якутское лето. Отправляйте свои видео на нашу почту utro.nvk@mail.ru или на наш инстаграм-аккаунт utro.nvk. И не забудьте указать авторство свое и место, откуда вы нам его присылаете. И мы продолжаем. Естественное желание каждого человека – это лучше знать свою историю. Во многом потому, что без этого знания нам было бы сложно понять наше настоящее, определить свою гражданскую позицию или просто хотя бы ответить на вопросы наших детей. Наша съемочная группа посетила библиотеку-архив, посвященную первому президенту Якутии Михаилу Николаеву. Страна переходила из одной политической системы в другую. Нашу республику возглавил Михаил Ефимович Николаев. Под его руководством республика сделала большой шаг вперед. На его малой родине, в селе Чапаево Хангаласского улуса, с 2002 года работает библиотека-архив Николаев-Центр. Это является информационным, общественно-политическим центром, учреждением для всех категорий наших граждан, ну и прежде всего для подрастающего поколения. Основой нашей работы являются, конечно же, фонды. Фонды Николаев-Центра состоят из библиотечный фонд, это книги Михаила Ефимовича, труды Михаила Ефимовича, а также книги, которые были подарены Михаилу Ефимовичу от именитых людей, от очень известных политиков. А второй фонд наш – это фонд официальных документов, которые являются архивными, очень такими и последующими будут иметь большую историческую ценность. Сегодня здесь несколько залов по отдельным тематикам, стеллажи с трудами первого президента, книгами, государственными документами. Так есть зал, посвященный семье первого президента, его государственной деятельности, международным спортивным играм «Дети Азии». Самым главным достижением Михаила Ефимовича, я считаю, что он основал игры «Дети Азии». Благодаря этим играм дети развиваются. В 2020 году в Улан-Баторе пройдут 7-е игры «Дети Азии». И я занимаюсь волейболом, попытаюсь попасть в сборную. При Николаеве республика начала выходить на международную арену. Впервые в истории Якутии стала формироваться политика привлечения иностранных инвестиций для совершенствования структуры производства. Благодаря его деятельности произошли изменения в агропромышленной политике. Были построены стадионы, научные центры и многое другое. Цель нашего Николаев-центра – это передать государственное наследие, документальное наследие, когда наша страна из-за одной политической системы переходила в совершенно другую, новую государственность обрела, вот это вот передать молодому, подрастающему поколению и всем посетителям наших граждан. Я сказала бы огромное спасибо. Он сделал все это не ради себя, а ради республики. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Хангаласский улус, Чапаево. Продолжаем культурно просвещаться. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» открылась фотовыставка известного фотографа Владимира Доброхотова, посвященная памяти нашего земляка, героя России, командира якутского ОМОНа Александра Рыжикова. 27 мая подполковнику Рыжикову исполнилось бы 59 лет. Подробности в следующем сюжете.
экспозицию «Наш герой Сан Саныч» вошли снимки, сделанные именитым фотографом Доброходовым во время его многочисленных командировок в Чечню в период боевых действий. Главным действующим лицом этой выставки является не война, а люди. Среди них герой России, наш земляк Александр Рыжиков. Я регулярно ездил в свое время в Чечню с командами СОБР, ОМОН, со сводными отрядами. Искали солдат, которые не пишут матерям. И мне очень бы хотелось сказать о легендарных женщинах, якутянках, о матерях, которые, несмотря на опасность, ездили по окопам, по боевикам, искали солдат срочной службы. Наш герой Сан Саныч – это человек, командир отряда якутского ОМОНа. Храбрый, высокий, красивый. Он умел все. Он умел машину починить. Он может сделать план эвакуации, план обороны, защитить своих ОМОНовцев. Его убил снайпер 20 лет назад в засаде. Отношение к Чеченской войне всегда было неоднозначным, но одно неизменно – она стала частью истории России и нашей республики. Ведь многие якутяне стали участниками этих событий. И долг наш – сделать все, чтобы сохранить память о нашем прошлом. Участник этой командировки, где погиб Сан Саныч Рыжиков. После я его сменил, стал командиром отряда милиции особого назначения. Он погиб 7 января, а я 7 января заступил после его дат, день в день приступил к исполнению служебных обязанностей. Командировка была тяжелая, очень тяжелая. Отряд впервые вступил именно в открытое боестолкновение с боевиками. После этого были окружения, были прорывы. Кроме проведения спецоперации мы работали как обычная пехота вместе с воздушно-десантными войсками. Работы именитого фотографа Владимира Доброходова смогут увидеть все желающие. Экспозиция развернулась в выставочном зале мультимедийного парка «Россия. Моя история» и будет работать до 18 августа. Наталья Колесова, Евгений Рязанский. Новый день. Вы хотите всегда выглядеть безупречно, не тратя драгоценное время на нанесение макияжа? Или мечтаете освоить новую, востребованную профессию в индустрии красоты? Во все времена ценится натуральность и естественность. И чтобы ваша красота заиграла всеми гранями, мы приглашаем вас в наш центр эстетики «Сандар». Наш центр является эксклюзивным представителем техники «Натурель» Республики Саха-Якутия, и к нам едут на обучение со всего мира. Я живу в Казахстане 4-й год и специально приехала учиться в центр «Сандар» в технике «Натурель». Скоро техника «Натурель» появится и в Милане. Центр эстетики «Сандар», и ваша красота заиграет всеми гранями. Доброе утро! 20 июля стартовал первый республиканский фестиваль современной культуры «Лето Якутия». Открытие состоялось в новом общественном пространстве площадь Ворота Якутска. «Лето Якутия», напомню, это первый в Якутии фестиваль, в рамках которого будет создано 20 полномасштабных арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, инсталляции в городах и селах нашей республики. В рамках фестиваля организаторы также проводят бесплатные мастер-классы и встречи с известными людьми, в том числе и с художниками.
Пол Ароэ Барлоу нарисовал свое первое граффити в 1983 году. Сегодня его имя известно во всем мире. Кроме этого, Пол пишет картины на холстах, занимается музыкой, выпустил книгу, устраивает выставки и путешествует по всему миру. В городах России был неоднократно, а Якутию увидел впервые. I think it's really interesting. I think it's a really unusual place. I think it's really different to every single thing back home. So it's interesting. Очень необычное место, что здесь все настолько интересное. Он этого никогда не видел, и он уже неоднократно повторял, что в Англии такого нету. То есть колорит местный. То есть как только ему сказали, что есть возможность приехать сюда, он не думая согласился. Здесь, на Новой площади Ворота Якутска, возле скейт-площадки растянулась граффити-стена, на которой свой след оставили якутские художники. Завершающий рисунок за Полом Ароэ. За считанные минуты на наших глазах появляется псевдоним художника. Because I wanted to make something really simple, because I thought I had to make it in about 15 minutes while they filmed, but I didn't have to do that. So I'm making a simple painting. Ну, изначальная идея была в том, чтобы сделать максимально быстро, так как он понимал, что ведется съемка. Ну и второй немаловажный фактор, то, что люди, прибывающие, он выбрал специально простенькие буковки своего имени, для того, чтобы люди, которые прибывают в Якутск, сразу же могли прочитать это издалека или там откуда-то. Это правильно. Александр Трунский уже более 10 лет дружит с Полом. Художник из Санкт-Петербурга имеет 20-летний опыт. На фестиваль прибыл с целью просвещения. Будем делиться опытом с локальными ребятами, локальными граффити-художниками. Я уже был здесь в октябре прошлого года и давал несколько лекций. Это было очень круто. Публика была супер отзывчивая. Я надеюсь, в этот раз будет что-то подобное. Пол, в свою очередь, очень хорошо отзывается о местных художниках и считает, что они обязательно добьются больших успехов, если продолжат двигаться в данном направлении. По сути дела, живая легенда. Это культовая личность в граффити. Он рисует с 1983 года. То есть большинство из нас, мне кажется, даже не было еще. Поэтому ему есть что сказать. Отметим, что Ароэ прибыл на первый республиканский фестиваль современной культуры «Лето Якутия» в рамках года консолидации по приглашению Центра компетенции по вопросам городской среды совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке фонда президентских грантов. Доброе утро. За год! Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Сегодня последний день тестирования отборочного этапа деловой игры «Министр». Задание предназначено для проверки общих знаний и выявления общих способностей участников, подавших заявку на участие в деловую игру. Сегодня более подробно мы говорим с нашими гостями. Рада представить вам руководителя отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Ирину Иванову и ведущего эксперта Центра оценки и развития компетенций в ШИМ при главе республики Александру Турантаеву. Доброе утро, уважаемые гости. Ирина, про нововведение, да, что касается, какие ожидаются в этом году в игре? В этом году мы внесли изменения в части содержательной части, примерно на треть, и изменили структуру проведения. Так, в этом году игра пройдет в 4 этапа, ну и финал состоится осенью, как мы и запланировали. И если раньше призами были айпады, айфоны и другие гаджеты, то в этом году участники получат возможность получить образование. То есть школьники могут поехать в желаемый вуз, студенты принять участие на площадках российских, так и зарубежных бизнес-школах и могут также пройти доп. Образование и повышение квалификации. Сколько человек на данный момент прошли тестирование? Так, насчет, я, в общем, скажу по количеству участников, по итогам заявочной кампании, которая у нас началась 27 апреля по 5 июля. Количество участников составляет 5718 человек. У нас участники распределены по категориям. Это от 16 до 22 лет, от 23 до 35 и до 45 лет с управленческим опытом. Ну и получается, в участниках принимают участие представители всех муниципальных образований республики, представители общественных организаций, государственные и муниципальные служащие, предприятия, организации. А в каком формате, проводятся отборы и вообще полуфинал?
Ну, как ранее говорила, это пройдет в 4 этапа. Первый – это, конечно же, заявочная кампания, и сейчас проводится второй этап – это тестирование на общие знания. После этого ребята подготовят видеопрезентации и пройдут тестирование по личностным особенностям, лидерские качества, ну и финал пройдет в формате стратегической сессии у нас осенью. Александра, в каком формате проходит тестирование? Расскажите, пожалуйста. Сколько человек? Так, у нас на сегодняшний день тестирование прошли более 1500 человек. Тестирование у нас проходит в дистанционном формате. Он состоит из 7 разделов. Это общество, государство, право, ресурсы и экономика, техника, технологии, человек и природа, культура и искусство, русский язык и тест на выявление общих способностей. То есть это вербальная, невербальная логика, вычислительные способности, пространственное мышление. И вот сегодня, как уже было сказано, последний день, когда можно этот тест пройти. Всех призываю, кто подал заявку. Да, и следующий этап – это у нас видеопрезентация. Да, и, участникам, которые показали наилучшие результаты, будет отправлено приглашение. До 8 августа нужно будет отправить видеоролик. Видеоролик должен быть от 30 до 90 секунд. И в нем участник должен рассказать о себе, да, то есть о своих личных качествах, о главных достижениях, о целях участия, мотивах и о своем жизненном кредо, да, как-то вот принципах каких-либо. Вот. Ну, мы планируем, получается, провести мастер-классы, как эффективно записать видеопрезентацию. То есть следите за анонсами у нас на страничке игры «Министр», «Министр 2019» и ВШИ. Ну вот сегодня еще раз повторимся, последний день, да? Когда можно пройти дистанционное тестирование. Тестирование. Так, если покопаться в интернете, да, там пишут, что непрерывный должен быть интернет, да, обязательно. Вот какие правила? Да, получается, у нас отборочные этапы все идут в дистанционном формате. И одним из условий является, да, непрерывный интернет, потому что тестирование идет онлайн полностью. Там 110 вопросов всего и дается 60 минут на выполнение. Ирина, Александра, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Желаем всем участникам удачи, успехов. И вам отличного дня. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. Встречайте утро нового дня завтра с моим коллегом Иваном Луцканом.